Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и на вашего любимого человека. И посмотрим, будут ли у вас отношения и какими они будут, если это возможно. Пожалуйста, загадайте на себя и на мужчину. Так и спросите, что будет между нами, как это все будет происходить, к чему это все приведет и как лучше поступить. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Но я в сегодняшнем дне, вот в моменте, когда вы смотрите эту отсыпочку, я вижу между вами влюбленность. Очень сильная влюбленность, очень сильная эмпатия, притяжение, желание быть вместе, страсти тут не детские у нас бушуют. Но почему-то между вами как-то очень много препятствий. Есть препятствия фактические, а есть воображаемые. Как с вашей стороны, так и со стороны мужчины. Как-то прям нелегко вам сближаться, нелегко вам быть вместе, вот что-то против. Сейчас будем разбираться. Но то, что чувства есть, и то, что чувства взаимные, это 100%. И если вы думаете, что, может быть, я там сама себе придумала, и он там ко мне равнодушный, нет, вы абсолютно не правы. Мужчина к вам тянется ровно столько же, сколько вы к нему. Вы вообще как-то друг друга очень сильно в эмоциональном плане зеркалите. Вот вы о нем вспоминаете, да, вот прям что-то делаете и вспомнили об этом мужчине. Знайте, что в этот момент, ровно в этот момент, он также вспомнил о вас. Вы думаете о нем, и мысли ваши приятны, и ему также очень сильно приятно. Вы за него переживаете, и он за вас переживает. Вы, кстати, возможно, и снитесь друг другу. Вот если он вам приснился, значит, что в эту ночь вы также ему приснились. И вот какие чувства ото сна у вас остались, и у него такие же чувства были по отношению к вам. Много всего вот непонятного между вами. Притяжение очень сильное. Это непростые отношения. Вы не просто так встретились. Нам тут четко не показали, что это судьба, карма, либо какие-то происки, да, там, сил волшебных. Но, тем не менее, притяжение очень сильное. Тут прям как магнит между вами. Вы прям намагничены. Вот тянет и все. И вроде смотришь на него и думаешь, ну, а что я в нем такого нашла? А все равно тянет. Вот. И мужчина такой, знаете, думает, ну, вроде женщина, и там были у меня женщины, а вот к ней что-то вот особенное. Вот из головы не идет, и все. Ничего с этим поделать не могу. Смотрите, мои хорошие, у вас два моста. И эти два моста, они еще не стали. То есть, чтобы вам быть вместе, чтобы у вас все сложилось, и чтобы у вас все получилось, вам нужно пройти эти два моста. Установить их между друг другом и пройти. Со стороны мужчины есть человек с инициалом на букву В. Либо английское там Б, да, мешает этот человек, очень сильно мешает, и этот человек может даже какие-то гадости делать, чтобы мужчину от вас отвернуть, отвадить, да, либо не допустить того, чтобы вы были вместе. С вашей стороны есть опасения, основанные на прошлых опытах ваших, да, то есть были какие-то нехорошие отношения, может быть, мужчины непорядочные вам попадались, и вы теперь, обжегшись на молоке, на воду дуете. Вот, и поэтому тоже как-то нерешительно к нему идете. Вроде и желание есть, и энергия есть, но вот страх он не позволяет, не пускает. Вот с вашей стороны это ваши внутренние страхи и переживания, сложно довериться мужчине, а с его стороны есть конкретная помеха, есть конкретный человек, который пытается
пытается всеми силами, возможностями, невозможностями этого человечка от вас немножечко так переориентировать, перенаправить. Вот. С какой целью нам тоже здесь не показали. Могу предположить, что это может быть какая-то там соперница, может быть какая-то бывшая, может быть маме его вы не нравитесь, либо какой-то родственнице, может быть друг завистливый, знаете, который думает: о, что это он себе личную жизнь заведет, а я что буду смотреть, да, лысого пинать. Вот тоже может быть. Но тут буква В, да, это может быть имя, это может быть инициал, либо там прозвище этого человека, даже может профессия этого человека. Но вот кто-то против вас. Даже не против вас, а против того, чтобы у этого мужчины были отношения, чтобы была любовь. Это первый мостик. Второй мостик все-таки заключается, знаете, вот в том, что судьба будет испытывать ваши чувства на прочность. Да, так иногда бывает, когда, чтобы что-то получить, нужно в первую очередь доказать, что вам это надо. Почему это происходит? Ну, тут больше с вашей стороны идет. Вот кто-то из вашего рода, духи вашего рода, да, вот как-то посматривают на этого мужчину и думают: ну, в принципе, неплохой, да, но пусть докажет. Вот пусть он докажет, что он нам подходит. Здесь как блок по роду идет. Это не критично. Если мужчина будет активный, будет активно к вам двигаться, этот блок, он уйдет. Ну и еще не могу об этом не сказать, да, возможно, что между вами четырехугольник. То есть вы состоите в четырехугольнике. То есть вы не свободны, и мужчина не свободен. Ну и это как бы да. Это большая проблема, но опять же она не критичная. Так что прям раз и навсегда: ах да, мы же в браках, значит ничего между нами не будет. Смотрите, что я вижу. Я вижу, что у вас будет возможность сблизиться по интимному плану. То есть у вас будут яркие интимные встречи. Но эти встречи, ну, мужчина очень их будет жаждать, он будет их добиваться, он будет вас уговаривать. Но вы, вот именно женщина, она будет очень аккуратна, вы будете очень аккуратны, и вы будете очень медленно к этому идти. То есть для вас интимная близость – это не просто, да, физический акт, это нечто большее. И вам будет очень сложно вот решиться, да, вот на первый раз, скажем так. Достаточно вы, во-первых, и скромная, и у вас такое воспитание напуританское похоже. Ну, как бы, в принципе, правильно, вы честь свою соблюдаете. Этим, конечно, вы мужчину еще больше как подогреете. Знаете, до чего дойдете? Вы дойдете до того, что мужчина просто будет с ума по вам сходить, по вашему запаху, по вашим, не знаю, прикосновениям. То есть прям трясти его будет от такого огромного желания к вам. Вот. А здесь вот именно такой роман идет. Почему-то мне идет, что здесь какие-то урывки встреч, да, то есть вот встретились, близость, да, и опять каждый пошел своей дорогой. И это будет какой-то достаточно продолжительный период и болезненный период. То есть здесь как счастье вспышками идет. Да, либо вы, может быть, на расстоянии живете друг от друга, вы там раз в месяц встречаетесь, да, есть возможность там встретиться, там недельку вместе побыть, потом вы разъезжаетесь по разным сторонам света и там полгода друг друга не видите. То есть какой-то такой момент идет. Но то, что начнется именно страсть, роман вот страстный, вот интим, это вот с этого начнется. Смотрите. Если достанет у вас выдержки, если достанет выдержки и у вас, и у мужчины, если не будет страхов, если будет активная борьба друг за друга, и вы покажете высшим силам вот это желание быть вместе, создавать семью, создавать хорошие прочные отношения, у вас все получится. Все получится, но нужно будет доказать. Доказать и не только там словами, там, что «Ой, клянусь, я там тебя люблю», и там любовь к тебе, она там вечная, но и какими-то конкретными действиями, шагами. Так, еще хочу сказать для тех, у кого отыграется, что мужчина иностранный, либо из какого-то там, не знаю, другого населенного пункта, который находится, ну вот прям совсем-совсем далеко. Здесь могут быть еще помехи культурного характера в плане вашей реализованности в том месте, куда вам предстоит ехать. То есть
Допустим, ваш мужчина иностранец, вы не владеете этим языком, вы ничего не знаете о его культуре, вы даже не представляете, да, с чего вы начнете, будете ли вы работать, будете ли вы там в зависимом состоянии, в независимом, сможете ли вы там сама себя обеспечить, вдруг что случится, вдруг что пойдет не так, если у вас там пути к отступлению, к возвращению назад домой. Здесь тоже будет напрягать. Мало того, кто-то еще будет вам, ну, какие-то вот птицы летят на вашу голову, какая-то информация, может быть, приходить начнет, либо кто-то там типа заботливый там друг, товарищ начнет вам какие-то истории нелепые рассказывать. Это тоже может осложнять. Со стороны мужчины я не вижу таких проблем. То есть, в принципе, он знает, что он делает. Если он вас к себе позовет, то он уж будет стараться, чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы вы чувствовали себя ничем не ущемленной, не зажатой, не прижатой, и чтобы достаточно комфортная у вас была жизнь. Он тоже, кстати, будет переживать за вашу адаптацию, потому что, ну, вот прям будет бояться, что вы, там, скажем так, скажете: я не хочу, я ничего здесь не понимаю, мне все здесь чужое, и я не хочу здесь жить. Так, в принципе, мои хорошие, все возможно и все будет, если вы оба постараетесь. Он со своей стороны, а вы со своей стороны. У мужчины сейчас, ну вот, чувств, кроме как к вам, никому нет. Интересов нет. Возможно, он общается, возможно, вот какие-то женщины в его жизни присутствуют. Это могут быть коллеги, даже, может быть, бывшая там женщина его, к ней абсолютно равнодушный, ну, как друг, да, как знакомое лицо, не более того. Вот. Мужчина этот, кстати, вот что я хочу вам сказать, у него очень умная голова, очень умная. И он очень многое может придумать, но у него есть проблема, он в себе то ли сомневается, то ли в себя не верит. Если вы его сумеете расслабить в этом плане, ну, скажем так, вы в него поверите, либо дадите ему вот свою веру как опору, то этот мужчина, он может очень многого добиться в будущем. Но без вас навряд ли у него это получится. У вас какая-то вот в этом связка идет. То есть вы как будто бы должны чем-то поменяться. Вы сильная даете ему свою силу, а он любящий, то есть дает вам любовь и ласку, не знаю, заботу. Вот чем-то он вас таким окружит, мягким, теплым, добрым. Вы как мотиватор идете, а он идет как вот теплые ручки. Так что, мои хорошие, все возможно. Разберитесь сначала с тем, что вам сейчас мешает, и знайте, чем дольше вы друг друга там пощупать не можете, да, чем дольше есть какое-то сопротивление между вами, то, что не позволяет вам встретиться, сойтись, тем больше ваши эмоции растут, увеличиваются, приумножаются. И вот эта страсть, которая сейчас между вами, влюбленность между вами, она рано или поздно превратится в любовь. Здесь нет четкой позиции, что нет, вы друг другу по судьбе, но возможность это есть. Если у вас все сложится и получится, ну вот звезда загорится у вас над головами. Все будет. И счастье будет, и радость будет. И общее у вас что-то появится, общее. Либо дети общие, либо дело общее, дом общий. То есть вы вокруг чего-то будете вот объединяться, создавать, приумножать. И если вы разойдетесь, ну, у каждого будет своя история. Здесь нам песочек про это уже не говорит. Песок говорит о том, что возможность есть. И возможность есть всегда. Но вот сразу хочу предупредить, если вы разойдетесь, вы друг друга не скоро забудете. Вот эта вот сила влюбленности, притяжения, оно очень-очень медленно будет спадать и уходить. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.